В Абхазии в последние дни наблюдается слишком теплая для октября погода. Буквально до 9 числа солнышко будет ласкать землю своими лучами. Уже завтра, 4 октября, воздух прогреется аж до 26 градусов. По прогнозам синоптиков, после таких жарких дней всегда следуют сильные дожди, которые обычно приводят к подтоплениям. Мы ожидаем осадки по датам, если озвучивать, это после 7 октября ухудшается погода, перемещается к нам холодная воздушная масса, которая обильные осадки нам может дать не только для Приморской зоны, но и для горной зоны Абхазии с выпадением в горах местами и града, что будет способствовать понижению температуры воздуха. Экстремальное повышение температуры мы будем наблюдать вот буквально в субботу на этой неделе. А далее вот температура будет потихоньку понижаться воздуха. Связанное подобное явление это исключительно с понижением, со стабильным понижением температуры морской воды, что будет способствовать формированию таких опасных явлений, как вот выпадение ливневых осадков и, соответственно, усиление ветрового режима. Насколько готовы коммунальные службы города Сухум? Ведь именно на них ложится вся ответственность по устранению последствий ливневых осадков. Главой администрации дана команда перевести на усиленный режим все 15 единиц техники, имеющиеся в распоряжении города. В случае нехватки будет привлечена дополнительная техника из районов. До 7 числа готовимся. Сейчас план мероприятий подготовим. Басла, Адзябшка, Риквара, Сухумка. Из той техники, которой мы есть у нас в распоряжении и пользуемся, что нам не хватает оперативно с районов или откуда-то, берем в аренду и ставим на все реки. Желательно на выходы, там, где Басла впадает в море, там уже коса образовалась, то есть если она немного поднимется, она людей затопит. Поэтому работаем без выходных. По Адзяб вы работали вроде, да? Синопское закончили ущелье? Синопское закончили. В минувшем месяце в Абхазии выпало большое количество осадков, что привело к подтоплению улиц. Вода зашла и в некоторые домовладения. Основной ущерб нанесен дорожной инфраструктуре. Сильно пострадал и район Каштага. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дзукте, в Верхней и Нижней Ишере, частично в селах Яштуха и Баслата. У нас в центральной части города 8 ливневых коллекторов выходит в море. Будем выходы в море прочищать. Будем в районе Турбазы, Синопа, все реки, ливневки тоже заново проходить, просматривать, вытаскивать оттуда ветки, все коммуникации высвобождать. Работаем в этом направлении. Ну, в общем, если даже будут какие-то катаклизмы, администрация города готовится, готовы. Будем работать в усиленном режиме. Жители, которые недобросовестно относятся к ливневому коллектору, в ливневый коллектор подключают канализационный сток. Это все уменьшает пропускную способность в итоге. Поэтому, когда большой дебит воды выпадает, очень сложно с этим бороться. Открывали люки, сами прочищали руками, лопатами, техникой, тракторами, всем, чем могли. Работали и помогали. В целом ущерб от сентябрьских ливней в Сухумском районе оценен в 28 миллионов рублей. Подготовленные сметы направлены в комиссию по ликвидации последствий стихии при Кабмине Абхазии. Уже 8, 9 и 13 октября не забудьте взять зонтик. Абхазию вновь накроет волна дождей. По прогнозам синоптиков ожидается значительное ухудшение погоды. Возможно выпадение залповых ливневых осадков. Еще раз говорю, они неоднозначны по времени и по продолжительности. В основном опасность составляют именно либо приходящий циклон, либо уходящий циклон. Между обычно равномерно распределяет атмосферные осадки, поэтому в первой половине октября, по датам, если говорить, после 7 октября мы ожидаем такие осадки, и подобные осадки будут наблюдаться и после 12 октября, а именно больше на сегодняшнем по долгосрочным нашим прогнозам на 13 октября.
Предупрежден, значит вооружен. Ливневый дождь ожидается не только в центре Сухума. Никто не знает, где именно ударит непогода. Это значит, что все районы страны должны быть готовы к последствиям. Нала Чхинджеря, Камила Джопу, Раму Камке, Абхазское телевидение.